Каждый совершеннолетний и умственно полноценный мусульманин, будь он мужчиной или женщиной, должен иметь необходимый минимум знаний по вероубеждению. А именно, он обязан знать и верить, будучи убежденным, что обязательно присуще Аллаху, что невозможно в отношении Его и что допустимо. Обязательных атрибутов Всевышнего 14. И первый из них – это аль-вуджуд – существование. Нельзя даже представить, что его нет. Второй обязательный атрибут – аль-кидам – безначальность. Нет начала существованию Всевышнего. Аллах был всегда. Нельзя думать, что его когда-то не было. Это невозможно. Третье обязательное качество – аль-бака – вечность. Нет конца существованию Аллаха. Он будет всегда. Нельзя думать, что Он не вечен и когда-то исчезнет. Четвертый атрибут – аль-мухалифату лиль-хавадис – бесподобие. Смысл этого в том, что Всевышний не подобен своим творениям. Поэтому у Него нет ничего из того, что является качеством Его творений. Нет ничего, что хоть отдаленно имело бы схожесть с самим Творцом. Пятое обязательное качество – киямуху бинафсихи – самодостаточность. Смысл этого качества в том, что Аллах не нуждается ни в ком и ни в чем. Он не нуждается в месте, чтобы утвердиться в нем, и не нуждается в том, чтобы кто-либо наделил его существованием. Он самодостаточен и не нуждается в ком-либо, чтобы утвердиться в своих качествах. Шестое качество – аль-вахдания – единственность. Он единственный Творец. Кроме Него нет никого, кто бы создавал. Аллах только один, и нет никого, кто бы мог соперничать с Ним. Седьмой атрибут – аль-кудра – всемогущество. Все могущество находится только у Него, а все творения пользуются тем, что Он им дал. Он всемогущ, а все остальные перед Ним бессильны. Восьмое качество – аль-ирада – воля. Все в этом мире происходит по Его воле и желанию. Если Он не захочет, ничего не произойдет. Никто не может принудить Его сделать что-либо против Его воли. Девятое качество – аль-ильм – знание. Абсолютно все знания находятся только у Него. И нет ничего, чего Он не знает. Нельзя думать, что Он чего-то не знает. Он знает все явное и скрытое. Десятое качество – аль-хая. Аль-хаят – жизнесущность. Аллах вечно живой и не умирает. Смерть присуща только творениям, а Он сам вечен. 11-й атрибут – ас-сам'у – слышание. Нет ничего, чего Он не слышит. Он слышит без органов слуха. Нельзя думать, что Он чего-то не слышит. Он слышит все. 12-е качество – аль-басар – видение. Нет ничего, чего Он не видит. Он видит без органов зрения. Нельзя думать, что Он чего-то не видит. Он видит все. 13-й атрибут – аль-калям – речь. Всевышний обладает речью, но Он разговаривает без органов речи. То есть Его речь не подобна речи творений. Немота является недостатком даже для творения Аллаха. Создатель всего сущего чист от любых недостатков. 14-й обязательный атрибут – ат-таквин – осуществление, создание. Если Он захочет, то Ему достаточно сказать «будь», и это случается. Не бывает такого, чтобы Аллах бездействовал, поэтому нет ничего, что не находилось бы под Его контролем. Кроме упомянутых качеств, у Всевышнего Аллаха есть еще 99 прекраснейших имен эпитетов, аль-асмауль хусна. Есть также неисчислимое множество совершенных качеств и великих имен, сущность которых знает только Он сам.